Экскурсии по Удмуртии с Сергеем Жилиным. Задумка эта возникла уже давно. Сергея Алексеевича все знаете еще дольше. Экскурсии с Сергеем Алексеевичем проходили уже несколько раз, несколько лет. Но дело в том, что город интересен, но не в каждую погоду выйдешь на улицу, не всем слышно, большой аудитории особенно экскурсовода, поэтому мы реализуем новую задумку виртуальных экскурсий. 1, 2, 3 числа мы были на фестивале «Читай Ижевск». Площадка Национальной библиотеки предлагала несколько видов викторин. И литературные викторины, и краеведческие, и фотовикторины. Проходя через эти вопросы и испытания, многие говорили, что оказывается мы не знаем свой город. Попадались люди, которые отвечали правильно на все вопросы, но большинство затруднялись ответить даже, где находится тот или иной памятник. Я думаю, что этот лекторий, который мы предполагаем проводить каждый первый четверг каждого месяца, будет помогать нам восполнять наши знания, оживлять нашу память и просто радовать. Сергей Алексеевич. Добрый вечер. Всем привет. Я так по-свойски, потому что много знакомых лиц. Ну и тот формат, в котором я обычно выступаю, он не предусматривает какой-то, ну точнее это бывает редко очень, чтобы сцена, чтобы выходить на поклон, с аплодисментами. Мне бы очень хотелось, чтобы вы поддержали разговор, чтобы что-то спросили, может быть, вы сказали что-то свое. Почему Ижевск? Ну, во-первых, потому что мы здесь все живем. Даже если кто-то не отсюда родом, все равно в данный момент нас всех объединяет Ижевск. Когда мы фотографируемся в городе, мы всегда фотографируемся на фоне чего-то. На фоне зданий, на фоне памятников, на фоне улицы, какого-то городского пейзажа. И мне очень нравится то, что Ижевск постоянно возникает в стихах и прозе наших авторов. Без этого, наверное, просто невозможно. Даже вот здесь представлены книги, ну вот «Местное время» Олега Хлебникова, «Дымы над городом моим», которым не был я любим, в котором терялась нить судьбы моей и находилась все труднее под строгим взором. Ну вот сборник на 3 поэтов: Сергей Булин, Ольга Денисова, Андрей Вершинин. Сережа Булина не надо вам представлять, в городе Ижевске нет большой реки, это знают все, но помимо этого у Сережи масса прекрасных песен, стихов о городе. У Оли Денисовой последний сборник, который вышел, я там прямо обалдел от стихотворения, посвященного улице Пушкинской. То есть вот Толя Демьянов стоит, вот книжечка, еще 86-го года в городе Устинове изданная. Вторая повесть «Стихия воды» совершенно потрясающая. Это там очень много страниц о послевоенном Ижевске, о восприятии ребенком вот того города. То есть это вот о каждой книге, наверное, можно говорить. Но Олег Поскребышев, у него, несмотря на то, что он из Кесского района, у него Ижевск постоянно возникает тоже в стихах. И речка Позим, и речка Подборенко, и Ижевский пруд, и завод, и люди этого города. А если даже и возникает, часто бывает, что сочетание какого-то другого места Ижевска, например, деревня Соловьи, которая не так далеко отсюда, в Шербонинском районе, вот есть стихотворение, он рассказывает о том, как, целый рассказ у него есть об этом стихотворении, об этой деревне. Олег Владимирович Севрюков, «Любовь моя», 69-го года, первое издание, 72-го года, второе издание, книга «Ижевск». Я через эти книги открывал этот город, это было окно для меня, я думаю, не только для меня. Я был счастлив, когда я разговаривал с Валерием Олеговичем, с сыном Севрюкова, и он рассказал, что мои материалы он читает маме, жене Олега Владимировича Севрюкова по вечерам. То есть я был так тронут этим, я был так горд этим. Потому что так мало человеку для счастья надо, чтобы его похвалили, чтобы его как-то признали. Ну, вот Эрнестина Витальевна Алексеева, известный ученый,
А она занимается еще помимо вот своей специализации родословной ижевских фабрикантов. Вот у нее стоит книга, посвященная этому. Книги, ну, Евгений Федорович Шумилов, про него говорить вообще не надо. Я думаю, это имя всем известно. Вячеслав Яковлевич Безымянов, первый директор книги об Ижевском цирке, о первом его хозяине, Александр Гаврилович, по-моему, так, Коромыслов. Да, по-моему, Александр Гаврилович. Вирутинский, Александр Николаевич. Ну, какое вроде бы отношение? Откройте, посмотрите. 13 февраля 1952 года письмо из Ижевска жене, где он описывает этот город и в цирк, куда они заходили, и покурили там с акробатами, повздыхали, у них недавно кто-то на лонжах убился. Или Дина Рубина, у которой возникает опять же Ижевский цирк. Тут, ну, Игорь Кобзев, Игорь Иванович. Ну это уж, это... Я говорю про нее, про Игоря, пусть он меня простит, что этот человек гениальный до сумасшествия. Этот человек не от мира, это Божий человек. И у него так и не издана книга «Деревенский Петербург», которая вот там то в газете «День», то где-то там еще она печаталась. Это мапа, я теряюсь перед ним. Он тоже мне открывал вот этот Ижевск. В 93-м году, я помню, Игорь дал, в 93-м, да, дал на 2-3 дня папку, ну вот те материалы, которые станут потом книгой «Ижевские картинки», издательства Удмуртский университет. И мы с другом, ну, буквально эти 3-4 дня, мы просто не расставались с этой папкой, с этими фотографиями старого Ижевска. Это было такое открытие, когда я прихожу в архив и открываю какие-то новые страницы этой нашей городской истории. Каждый раз охватывает потрясающее чувство волнения, что ну, как Америку открыл. Когда я прихожу вот сюда, и вот эти газеты, вот они лежат. Удмуртская правда, Ижевская правда, газеты районов, где ну, просто клад информации. А ведь газеты того времени очень отличались от нынешних. Например, еще в 50-е, в начале 60-х печатали объявления о разводах. Никто, наверное, не помнит их, да? А я нашел объявление о том, что мой дядя разводится со своей женой в газете 58-го года. И районные газеты полны этих объявлений, что в таком-то суде состоится бракоразводный процесс. Это все было. И вдруг люди, я клянусь, вот я нашел, например, когда я делал биографический очерк о первом декане инженерно-строительного факультета ИЖГТУ Валентине Афанасьевиче Шумилове. Я нашел некролог 49-го года его отца, о котором так мало было известно, а там весь послужной список приводится и прочее. То есть это вот во всем буквально, в объявлениях, в рекламе того времени, вдруг понимаешь, что все это в тебе жило и продолжает жить. Ну, вот такая преамбула, что ли, получается. Это к тому, чтобы как-то настроиться на наш разговор. Я хочу спеть песню, начать с песни, коль уж мы в читальном зале Национальной библиотеки. Вот про этот зал, вот про эти газеты, это посвящение моей жене, она часто работает на меня. Я даже сегодня вот предупредил сотрудников, что на следующей неделе жена подойдет. Приятно иметь жену-пенсионерку, которая на тебя работает. Вспоминай, каким был город 30 лет назад, 40, 50 и больше. Отшумели наши споры, выцвели глаза, но там живых нас сколько же. Там пока еще не в бронзе любят и живут те, кто нынче только в книжках. Там трещат зимой морозы, а весной бегут вдоль ручьев всегда мальчишки. Детских тех корабликов вижу силуэты молодильных яблоков, чти язык газетный, деревянных тротуаров ты услышишь скрип, дедову сирень увидишь.
надышаться б навсегда цветом старых лип. Город детства мой, град Китеж, сообщение о разводе или некролог. А ведь тоже были, жили, и, как водится, увидишь больше между строк, потому как время в силе. Прорастет ли семечко, знаем мы, наверно. Поменялось времечко, стало очень нервным. Вспоминай, каким был город даже до тебя. Все былое тоже наше. Что с того, что незнакомый он, твоя судьба? Жаль, что мы не знали раньше. Ты листаешь старые газеты день за днем, что-то в них еще отыщешь. Как все изменилось, а вот тут уже наш дом. И опять бегут мальчишки детских тех корабликов. Вижу силуэты молодильных яблоков, чти язык газетный. Ну вот это так для затравочки. Вот. А потом было какое-то постижение других мест. Вот следующая песня, она была написана под впечатлением, конечно, книжки Игоря Кобзева «Ижевские картинки». Кстати, «Ижевские картинки» — это рубрика в уездной газете, по-моему, в «Прикамской жизни» или в «Каме». Ну, в общем, вот была такая рубрика, Игорь взял название. Я с облегчением вздохнул, потому что я один свой материал тоже так и называл «Ижевские картинки», а потом вспомнил, боже, у Игоря же книжка так называется. Потом посмотрел, Игорь тоже взял. И тут я с чистой совестью, в общем, ничего нового нет. И все, что мы не придумываем, все это когда-то было. Евгений Федорович Шумилов однажды написал про то, что Ижевск на 7 холмах в определенный период. Это было где-то в 70-е годы. А мне вообще понравилась очень идея. В краеведческих книжках я часто встречаю, что наш город на 7 холмах. Я подумал, в конце концов, даже если город на 3 холмах, я запросто найду 7. Если он на 20 холмах, я выберу 7. Потому что это, конечно, отсыл к совершенно другому, а не какой-то географической такой постоянной величине. На 7 холмах, как Москва, среди финских племен, как Питер, город мой не верит в слова, так что лишних не говорите. Здесь над серым лицом пруда рыжим чубом дымы заметнулись. Сосчитайте его года и всмотритесь в морщины улиц. Сосчитайте его года и всмотритесь в морщины улиц. Растворится среди веков то, что мы растеряли сами. Жалко старых особняков и наличников с якорями. Там цветет в палисадах сирень и черемуха повсеместно. Тротуары скрипят весь день в деревянных улочках детства. Тротуары скрипят весь день в деревянных улочках детства. У него не столичная спесь и в домах знакомых лицах, а город мой не падок налезть, что таится в газетных страницах. А на 7 холмах, как Москва, среди финских племен, как Питер, город мой не верит в слова, так что лишних не говорите. Город мой не верит в слова, так что лишних не говорите. Вот. Ну и пойдем мы
сейчас по городу, коль уж у нас экскурсия. Вот здесь стоит книжечка, книжечка Сергея Николаевича Селивановского за мной, старая ижевская фотография. Мы с Сергеем Николаевичем Селивановским познакомились, уже давно. По крайней мере, больше 20 лет 25, наверное, около того. Плюс-минус, я сейчас точно даже не помню. В 90-е годы где-то, в первой половине. Там используется Сергеем Николаевичем одна моя песенка. Вот и самому Леша я ее спою потом. Но мне бы хотелось от Сергея Николаевича. Я думаю, многим это имя тоже знакомо. После войны, когда Россию наводнили трофейные фотоаппараты, ему подарили вот эту лейку, привезенную из Германии. И он ходил по городу, дед у него сгинул в гражданскую войну, бабушку фотографировал, там, я не знаю, маму, собаку, поросенка, соседа, кто попадался под руку, тех фотографировал. А потом скучно стало, он пошел по городу. И мне очень нравится эта история, как Сергей Николаевич, когда ему хотелось фотографировать пароходы на Ижевском пруду, а лучше всего это было делать с плотины, а там же фотографировать нельзя, секретный объект. И вот детская пальтишка у него, дырочка для пуговки, он ее расширил, просунул туда объектив, и вот так ходил юный шпион 10-11 лет. Вот, мне так это понравилась история, я говорю, Сергей Николаевич, вы не боялись, вас же могли заместить. Я не думаю, что там 10-11-летнего загребли бы куда-то, но родители бы схлопотали по полной программе. Сергей Николаевич вроде как с одной стороны вырос, в этом году ему 80 лет уже, взрослый мальчик, а для меня он остался мальчиком. И когда я разговариваю с ним, когда я читаю его материалы, в частности вот эту книгу, где он собрал очень много под одной обложкой ижевских фотографов, где он рассказал о них, показал их снимки, и свои снимки там тоже. Вот эта песня, она написана уже давненько, по крайней мере на 70-летие Сергей Николаевич ее там ставил видео, но она для меня не устарела нисколько. А мальчик, снимающий город, улицы, парки, людей, шарфиком кутает горло, а он на ветру площадей. Город сплошной частный сектор, в камне лишь центр да завод. Чувствуя важность объекта, он объектив отведет. Щелк пароходик отчалил, щелк — это мы на ходу, в радости или печали, в 49-м году. Мальчик, снимающий город, не для истории, так, снимков, хранящихся воров, где каждый дом и барак. Вот пароход красный сплавщик, красный полощется флаг. Время идет, только мальчик не постареет никак. Щелк пароходик отчалил, щелк — это мы на ходу, в радости или печали, в 60-м году. Нет бы нам остановиться, в город смотреться свой нос, а мы все листаем страницы, крутим немое кино. Вечен маршрут и беспечен, город, завод или дом. Что же мне плакать нечем, если листаю альбом? Щелк пароходик отчалил, щелк — это мы на бегу, в радости или печали, вспомнить никак не
Я попробую сейчас петь старую песню, совсем старую. Благо, что она вот тут рядышком написана в соседнем доме. Правда, это было давно, 27 лет назад. Она имеет, вот мы про плотину заговорили, где Сергей Николаевич фотографировал. А когда меня спрашивают про наш город, говорят, ну как, ну у нас же старины почти не осталось, да ничего нет. В 19 век тут совсем кот наплакал, а 18 век вообще неправда. Привет. Привет. Вот. Дело в том, что из 18 века у нас есть та самая точка отсчета, это Ижевский пруд и заводская плотина. И если бы не было вот этих двух составляющих нашей истории, ну, наверное, не было бы и Ижевска. Сколь важное значение придавалось всегда охране плотины, особенно в гражданскую войну, а в Великую Отечественную, потому что стоило ее ликвидировать. Представляете, что бы тут творилось? Вот я хочу спеть песню, которая называется «18 век». Она старенькая, уже 90-го года. Тихо падает снег, 18 век, а число я не помню. Было столько хлопот, позабыл даже год, заслонившись от века ладонью. Снег летит на камзол, дополняя узор, снег покрыл треуголку солдата. 18 век я задумал повек, имена вспоминаю и даты. 18 век я задумал повек, имена вспоминаю и даты. Этот старый журнал я когда-то листал. Кем я был? Сочинителем праздным, землепашцем в селе или на веселе. Торопился гулякой на праздник. 18 век свой закончил разбег, миновали войны и самуты. Но надеемся мы до последней зимы, до последней минуты. Но надеемся мы до последней зимы, до последней минуты. Это я вот не случайно текста. Тихо падает снег, 18 век, я стою у картины во музее. Вот знакомый портрет, сколько же вам теперь лет. Вот на плаху возят злодея. Снег летит на камзол, дополняя узор, снег покрыл треуголку солдата. 18 век я задумал побег, имена вспоминаю и даты. 18 век я задумал побег, имена вспоминаю и даты. Я предупреждаю сразу, сегодня я могу сбиваться, потому что я пою песни некоторые, которые, ну, совсем редко. Спасибо. Вот, а сейчас вот я упоминал, что в книжке Сергея Николаевича Селивановского есть один мой текст. Не далее, как вчера, я размышлял, вставлять, не вставлять в книжку один материальчик из Прикамской жизни 1912 года. Описание ареста террориста на улице Троицкой, на перекрестке Старой и Троицкой. Ну, это Карла Маркса и советская нынешняя. Вот. Аж три материала подряд там шли. Описание, как его захватывали. Полиция совместно с жандармами. Вот. А как раз это происходило возле фотосалона «Люкс». Дело в том, что вот за Ростелекомом там стояло здание, еще там теперь флигель стоит Ростелекомовский. Его снесли в 1967 году, двухэтажное деревянное здание. В нем когда-то размещался фотосалон «Люкс», принадлежавший отцу и сыну Пономаревым. И вот старый Ижевск, как раз вот в книжке Игоря Кобзева и у Селивановского, там очень много пономаревских фотографий. То есть просто их сохранилось прилично. Ну, как прилично? Достаточно сказать, что в 30-е годы Пономаревы пытались городу подарить там пару чемоданов с этими стеклянными, как это называется, пластинами. Вот. Сказали, нам не надо.
Кстати, недавно кто-то тут находил из ребят при сносе старого дома, скорее всего, там жили Пономарёвы, несколько таких пластин. А в Национальном музее есть в экспозиции, там вывеска такая, фотосалон «Люкс», и можно сфотографироваться. И вот когда недавно была выставка, приезжали потомки генерала Новикова, а вот как раз Наталья Новикова мне прислала потом фотографию, что вот они снялись фотосалон «Люкс» с отцом. Там можно просунуть лицо в эту овальную дырочку и щелкнуться. На фоне там чего-то там лодка, ты стоишь в сапогах, там с ружьем, что-то такое. Перед музейной витриной явлюсь на фотографию в раме. Фотосалон под названием «Люкс» помнят не все горожане. И улыбаются мне господа, дети мастеровые. Кто эти люди, девались куда, где их дома вековые? Эти сюртуки, кафтан наградной, это шитье золотое. Время смахнуло враждебной рукой, будто все дело в покрое, будто закройщик во всем виноват, или утюжили мало. Переменились душа и наряд, и человек не стало. Дети смеялись им 100 лет назад, ждали обещанной птички. Только внезапно привычный уклад вспыхнул, как будто от спички. Однообразна в одежде война, и вот тогда за подкладом самое ценное прячет страна, вдруг припадает прикладом. Все перемелется, будет мука, и жернова крутят ветры. Снова портные говорят, а пока мы обращаемся к ретро. Да не изменит нам собственный вкус, жаль, никогда не приду я в фотосалон под названием «Люкс», где старый мастер колдует. Фотосалон под названием «Люкс», где старый мастер колдует. У меня в письменном столе хранится гимназический дневник. Он уже без обложки, но впервые я его нашел, в общем, я его встретил у друга, он тогда еще был с обложкой, дневник гимназистки Юлии Рябовой. Но когда он потом дошел до меня, друг понял, что надо срочно подарить мне, потому что обложку у него куда-то кто-то из детей оторвал. И меня потряс этот дневник. Во-первых, он за 1913-14 учебный год. То есть через полгода начнется мировая война, германская. Но меня не это даже потрясло. Там одни сплошные там пятерки, четверки. И на весь дневник одна единственная тройка. Тройка по географии. Причем за тему Балканский полуостров. Из-за балканского вопроса через полгода начнется страшная совершенно бойня в Европе. И провинциальная гимназистка в Ижевском заводе Юлия Рябова получает тройку именно за Балканский полуостров. Вы знаете, из серии «Как убить проведь 6-я война мировая» получилась из нее. Вот примерно так же. Сейчас я немножко сейчас проверю. Она у меня бедная упала сегодня. Вы пока можете что-нибудь спросить. Ваше любимое стихотворение Бежевского? Оно всегда разное. Ну вот я читал «Дымы над городом моим» Олега Хлебникова. «Дымы над городом моим», который мне был я любил. Мы сидели с Олегом в «Новой газете», и он мне рассказывал как раз о своих взаимоотношениях с Ижевском. Как уезжал он, по-моему, в 84-м, что ли, это было. И говорит, город смотрел в спину, но если он не винтовочный прицел, то очень недобрый взгляд был у города. Дело в том, что город, он действительно совершенно город-магнит.
Он может притягивать, он может отталкивать от себя. У меня знакомая закончила Латвийский университет еще при советской власти в 90-м году. У нее там был любимый, она там могла устроиться на работу, но город, который она на дух не переваривала, Ижевск, вдруг вот так пальчиком сделала, я, говорит, обреченно вернулась сюда. То есть вот так вот бывает. Ну, что ты будешь делать? Вот. У меня тоже был период, когда город вдруг стал меня выталкивать. У меня был большой период такой скитаний деревенских, в старых деревнях, заброшенных порой. Такая писательская колония у нас была в Дебельском районе. Там, вот я, Леша Красноперов, известный здесь. Лешка, правда, очень немножко к нам подъехал. Еще там один товарищ мой из Сарапова. Это Серега Гулин приезжал к нам. Он приехал, пожил у нас, у него что-то телепроект не складывался, уехал. Я смотрю, через 3 дня он снова появляется. Опять неделю прожил, уехал. Смотрю, через 3 дня снова появляется, не отпускает место. Вот. Там кто только не был у нас, мы приезжали. А это где писатели живут? Это ж местные крестьяне. Как называлось это место? Ну, сначала мы жили в Посекчумо, там один дом от всей деревни, а потом в Итальянском починке, там 2 дома. Вот один наш дом, а другой дом там неудавшийся Саня фермер, его уже в живых нет тоже. Вот, часов 10 вечера, топот копыт, и итальянский починок с той стороны реки, через реку, через Чепцу, вброд на лошадях едут мужики итальянские. Кумышку на стол, Серега, попой песен, душа болит. Серега с гитарой, сидят мужики, удмуртские крестьяне, про жизнь думают. Нет, ну вообще, это, конечно, дивно такие, нас там, ну хорошие у нас отношения очень, до сих пор привет передаем. Хотя вот уже прошло довольно много времени. Да, ну я заговорил про тройку, ну это вот ответ на вопрос. А потом, я договорю сейчас тогда про взаимоотношения с городом. И мне знакомая сказала, я никак не мог понять, почему город меня так подталкивает. Я говорю, Сереж, ну это же как, ну, как в обычной семье. Сначала, ах, любовь, ах, ты открываешь город, ах, город такой, и город тебя тоже поддерживает. А потом, что ж это сволочь-то, носки разбрасывать, тюбик с пастой не закрывать и тому подобное. То есть начинается притирка. И вот да, был период такой, что, ну знаете, без деревенского периода не было бы ничего, наверное, у меня. Он мне так много дал. Как сказал мой товарищ, туристов не люблю. Я говорю, почему? Искать проблемы себе на голову, когда вот проблемы. То есть, ну натурально, ведь не встаешь на лыжи охотничьи и идешь, там лесники разрешили дрова пилить со льда, с пруда. И вот ты с лучковой пилой в одиночку пилишь, а потом бревно, дерево распиливаешь его, на левое плечо кусок, направо и обратно. Приходишь, вот так ты мокрый просто абсолютно, а потом еще надо его тут распилить и надо расколоть еще. Вот, и это тройка по географии. Дневник гимназистки, без малого века. В нем сплошные то яди, то еры. С той поры утекло столько лет, столько рек. Устарели письмо и примеры. До сих пор не забыли нам 13-й год. А все теперь познается сравнением. У нее сплошь 4 и 5 только вот. За Балканы лишь 3, к сожалению. У единственной тройки на целый дневник. Вид случайный, нелепый, понурый, но куется в Германии грубо
дура. Математика 5 и закон Божий 5, и берет ноты в пени чисто. Этой девочке судьбы Европы решать. Но она влюблена в гимназиста. У мальчишек известно о славе мечта. Все-то видя себя при погонах, как начнут по Руси бабы выть, причитать, мужиков провожая в вагонах. В галицийской земле гимназисту лежать вышло время, пропущены сроки, и всю жизнь ей теперь предстоит вспоминать географии злые уроки. В галицийской земле гимназисту лежать вышло время, пропущены сроки, и всю жизнь ей теперь предстоит вспоминать географии злые уроки. Вот, это тройка по географии. Ну, вот, Катя, ты скоро уйдешь, да, Катя Любич? А ты? Ну, я тогда сейчас спою, пока ты не ушла. Я хочу спеть песню про Волжску. Ну, я начну тогда сначала вот с другой песни. Дело в том, что вот я говорил, все, вот про гимназию я пел. Ну вот здание женской гимназии, серый корпус, вот до сих пор там, ну, правда, красный корпус уже перестроенный, перед войной, там уже до 4 этажей. Да, на Свердловой, Свердлова, бывшая береговая. Она коротенькая, нынче Свердлова. Дело в том, что когда-то же была береговая, а она теперь из двух состоит Свердлова и милиционная. У меня была песенка когда-то про береговую, но я ее сейчас не смогу. Вот, это все сохранило. Мужской гимназии уже нет, да. Ее перенесли в Заречную часть, а сейчас вообще издания нет, по-моему, этого. Вот, а я начну сначала с другой, Катя, а потом вот логически так все будет. Меня часто спрашивают, с чего начиналось. Ну, с того, что с первого курса, конечно, филфак. Без филфака не было бы ничего. Я думаю, что Елена Алексеевна подшивала, меня до сих пор спрашивают. Я на одном из концертов сказал, где она была, что филфак мне очень много дал, а потом филфак у меня был гирями на ногах. Я 10 лет убивал себе филфак. И она меня теперь постоянно: Сережа, расскажите, как вы в себе филфак убивали. Ну, все было так. Первый курс, любовь, морковь. Ну, конечно. От этого никуда не убежишь. Вот, мы приехали на картошку, и девочка привезла гитару, заболела, уехала, осталась гитара. А я ходил, ну как бы ненормально же, гитара стоит. А в 10 классе у меня все друзья, это было еще до армии, когда друзья мне показывали аккорды, и я уже после армии был на филфаке. Я вспоминал то, что много лет назад они мне показывали, что вот это ля минор. Я так взял гитару, ля. Вот это, я же не играл, знал там несколько аккордов. Вот самое простенькое стал подбирать. А потом Миша Черемных меня привел в КСП-Ижик. КСП-Ижик, я тоже думаю, многие помнят. Вот. Ну тут уж совсем голову снесло напрочь. Но главное, конечно, главный двигатель был любовь. Барбарисы дачицы в летнем саду, мы ругаемся, миримся 100 раз на дню, обнимаемся, маемся мало городу. И пока я не знаю сам,
что будет впрок. Вот и сумерки ранние чуют беду, впрок урок расставания. В летнем саду я мучительно выдохнул. Несколько строк повторяется издавна этот урок. Нас разносит по шарику ветер тревог, а в любую я зарю движенью Йорга берега наши илисты сад разведу. Приживутся ли ирисы в новом саду, барбарисы да ирисы в летнем саду? Мы ругаемся, миримся 100 раз на дню, обнимаемся, маемся мау городок, и пока я не знаю сам, что будет прок. Вот, а потом была Волошка. В старой купалке шапки доски, а и что ни шаг, нужна осторожность. Здесь рыболовы смолят папироски, думая, что повезет им, быть может, я бы и сам скоротал с ними время, за поплавком наблюдая сторожка. Но теплоход пробудел в отдалении, где-то у пристани, долго, тревожно. Ветер осенний смазал всю краску, сумерки ранние, очередь к трапу, дачников скарбные мешки под завязку. Мокли, когда мелкий дождик закрапал, я-то считал, что прощаемся с летом. Вышло с эпохой целое прощание. Выпало нам 2 счастливых билета, но изменилось с тех пор расписание. Лето ушло, и да здравствует лето. Надо ж куда завернул теплоход наш. Вот бы еще позабыть мне все это. Только часы бьют, как будто наотмашь, и я вспоминаю ту осень без злости. Время клинок свой упрятало в ножны, в старой купалке ржавые гвозди. И что ни шаг, нужна осторожность. Я вспоминаю ту осень без злости. Время клинок свой упрятало в ножны, в старой купалке ржавые гвозди. И что ни шаг, нужна осторожность. Вот это была купалка на Волжке, пионер-лагерь «Салют», где мы работали там вожатыми, воспитателями. Это вот там, где сейчас заброшенное здание, Николая дача купца Ивана, фабриканта купца говорю. Да. Он так и стал сельским обывателем. Ивана Федоровича Петрова. Там еще работал в этом в этом лагере? совещании, там всякие там... Вот в этом здании? Да, воспитатели собирались, там жил кто-то еще. Потрясающе. Да, да. Оно было живое, там все это здание. Вот. 2 смены я тогда в 1984 году там провел воспитателем. Подружка моя была вожатая, я был воспитателем. Да. А не знаете историю, почему Волошек называется? Ой, там вариантов масса. Дело в том, что Волошка ведь очень распространенное слово. Волжик тьма тьмущая. Волоком перетаскивали, там же... Один из вариантов, что Волоком перетаскивали. Вообще Волжкой называют вообще все притоки Волги и Камы порой. Напротив Сарапова остров назывался Волошка. То есть вариантов масса. То есть трудно сказать даже. Вот. Что еще? Ну, Про Волошку. да, еще про Волошку я спел. Вот, я хочу спеть еще вот такую песню. Она называется... Вообще вот по городу ходишь, когда вот как про книги я говорил, сразу вспоминается то переулок Широкий. Второй дом от пруда, от пруда. Я вот вообще, вот знаете, слово, ударение в этом слове, я одну песню даже не пел из-за этого очень долго, потому что, от пруда, вот над прудом, это вот, знаете, это вот маленькое что-то, дворянское усадьбе, а у нас над прудом. То есть, потому что вот это огромное водное зеркало, я не могу говорить над прудом. Вот.
Вот второй дом от труда, переулок Широкий, дом 4, дом Алексея Николаевича Вознесенского, он не часто, как раз, может быть, не часто, приходилось бывать у него в гостях, там масса интересных вещей у него. Это было тоже открытие Ижевское. Я помню, писал статью о Евгении Федоровиче Драгунове, он жил рядом. И вот Вознесенский мне рассказывал свои детские, юношеские впечатления о Драгунове. Ему уже тогда было под 60. Ну, к сожалению, вот его уже нет живых. И он меня все, последний раз мы когда видели, Сергей, ну зайди. Ты зайду, Алексей, конечно, зайду. А я за городом, я в город приезжаю наскоком, прыг, быстренько сделал дела и обратно. Вот сегодня в городе ночевать, к сожалению, придется. К сожалению. Ну да, я не могу ночевать в городе. Вот. И вот как так прособирался, а через полгода его не стало. Так мне стало обидно, что там действительно такие фотографии. Фотографии во дворе этого дома 1904 года. То есть бабушки Алексея Николаевича, там 2 годика, сидит на коленках у своего деда. То есть я за свою жизнь переезжал столько раз, а тут семья живет на одном месте. Что в комоде крестильные карточки действительно там дореволюционные Александра Невского собора. Когда там такие вещи, которые, говорят же, что 2 переезда равны 1 пожару. Да. Столько теряется, столько исчезает куда-то все. Какие-то милые сердцу вот такие детали, быта. Я не знаю, где у меня старые подстаканники, вот, например, которые у нас были, которые я так любил. Куда они делись? Я не знаю, где старый подсвечник. То есть вот это все вот куда-то это уходит. Ну вот я спою про Алексея Николаевича. Она так и называется Алексей Николаевич. Вот это переулок Широкий, дом 4. Дом еще стоит до сих пор. Жил-да был Алексей Николаевич, дом 2 от пруда. Мы с дружком у него фестивали и беседовали иногда. Переулок широкий, не узенький, где-то возле небес. Он не жал громкую музыку, по душе был баронесс. Хорошо, как в домашних нам тапочках пышет печка тепло, а в комоде крестильные карточки еще с древних царских времен. Но хозяину знать мы потрафили все богатство на стол, и глядим мы с дружком фотографии, лет которым под 100. Но пока над эпохой мы охали, что-то в мире ушло. Алексей Николаевич, плохо ли, коли сидим втроем, хорошо. Не растут на березах здесь финики, а завод навсегда. Алексей Николаевич, миленький, да куда же вы, куда? Ах, как слушалось нам с другом в доме том, ах, как жилось легко. Только жаль, все потом вдруг пошло на слом, как в сражении полегло. И выходит, как будто здесь не жили, переулок чужой. Алексей Николаевич, где же вы? Говорю сам с собой, говорю сам с собой, говорю сам с собой. Спасибо. И если у вас только будет малейшая возможность, старайтесь все-таки не откладывать. Я думаю, что уже многие испытали это, да? Да. То есть, когда появляется закономерный интерес к чему-то, хочется спросить некого. Это такая обида. Знаете, я прочитал об этом как-то Лариса Андерсон, это русский поэт Серебряного века, это Карбин. Правда, потом она, по-моему, то ли в Америку, то ли в Австралию, сейчас не вспомню. Вот она приехала в 1967 году в Одессу, на родину. Она сидела на Потемкинской лестнице и думала о том же самом. Что когда хочется спросить о прошлом, спрашивать некого. Вот поэтому, если есть возможность, и фотографии подписывайте обязательно. И не выкидывайте ничего из дорогих сердцу вещей, старые письма, открытки. Как это потом бывает нужно, как это бывает нужно. У меня есть такой родственник. В общем, это троюродный забор нашему плетню
В общем, это мой троюродный дядя. Он известный гитарный мастер Гена Колабин. Вот. Причем известный не только в Ижевске, в России очень известный. Достаточно сказать, что у Пола Маккартни в коллекции одна его работа, и Маккартни специально прислал самолет сюда, в Европу. А «Комсомольская правда» в 1997 году об этом писал. Вот, Гена оказался моим троюродным дядей. Я знал, что он какой-то там дальний родственник. Он как-то упомянул об этом, и однажды раздается телефонный звонок. Сергей, это я, Гена Колабин, дядя Геша. Блин, дядя Геша оказался там года на 3-4 меня старше всего. Ровесника и тетя, они в детстве вместе играли. Вот. Ну, тетя у меня на 8 лет, меня на 7,5, на 8 лет старше. Вот. Ну, не то, что мы общаемся, но мне было так интересно прийти в этот дом, куда приходила моя мама, еще не замужняя. И Гена мне рассказывал, что его самое яркое впечатление, это как твоя, Сереж, мама, вот я маленький, там сестры на подоконнике, а я еще вот так подтягиваюсь, и твоя мама идет по двору в новом платье, обалденно красиво, это вот самое яркое впечатление детства. И я стоял в этом доме, где вот по двору, вот поэтому мама еще до моего рождения, еще до замужества. Это было так интересно. Затерялась дальняя родня веточкой на родословном древе, с нами не прожившая ни дня, мною узнаваемая еле, с нами не прожившая ни дня, мною узнаваемая еле, исходясь у родственных могил, на свое беспамятство не ропщем, выясняем, кто кому кем был в день поминовения усопших, выясняем, кто кому кем был в день поминовения усопших. Сидя у семейного огня, думаю, кто завтра обогреет. Затерялась дальняя родня веткою на родословном древе. Затерялась дальняя родня веткою на родословном древе. Кровь родная все же не киселье, слышу голос в праздники и будни. Мы с тобой в родстве с Россией всей, было так и дальше, так же будет. Мы с тобой в родстве с Россией всей, было так и дальше, так же будет. Затерялась дальняя родня. Еще не устали? У меня очень много посвящений жене. Дело в том, что ее детство прошло на бывшей Береговой как раз. Сегодня это вот не Свердлова, а вот милиционная та часть ее. И поэтому как-то и мои воспоминания детства, и ее воспоминания детства, хотя вот я вырос в Заречной части, они все равно как-то неожиданно пересекаются. Ну, потому что, наверное, у каждого какие-то впечатления, есть что-то общее все-таки в детских впечатлениях людей, выросших вот в одном населенном пункте. Это все-таки была жизнь полусельская, полугородская в то время. Деревянный город. Были бабушки красивые, были дедушки мудры, но весенние разливы годы утекли в пруды. Как ни подставляй ладошку, не задержится дня. Детство кошкой в окошко ускользнуло от меня. Как ни подставляй ладошку, не задержится и дня. Детство кошкой в окошко ускользнуло
называть меня. Но пока еще не страшно, если старшие с тобой. Не гадайте по ромашкам на разлуку, Боже мой. Ах, разлука ты наука, расставание и потери. В доме дедушки ни звука, да и дома нет теперь. Ах, разлука ты наука, расставание и потери. В доме дедушки ни звука, да и дома нет теперь. Мы в начале наших судеб, не оглядываясь, шли. Что настанет, что-то будет у беспамятной души. Позовут родные ивы, отраженные в воде. Были бабушки красивые, только где все это, где? Позовут родные ивы, отраженные в воде. Были бабушки красивые, только где все это, где? Вот. Когда меня просят спеть что-нибудь веселенькое, я говорю, я веселых песен категорически не пою. Я вообще, более того, я считаю, что веселых песен не бывает. И в принципе в природе не существует, их не может существовать. Потому что если человек пишет, значит его что-то смущает, тревожит, бередит, там что-то. Ну. А Тимур Шаов поет веселые песни. Да уж какие там веселые, ну, от них плакать хочется. Ну, да. С тем же успехом Салтыкова, Щедрина тоже я читаю. Или Задорнова я слушаю, я тоже смеюсь, но я плачу при этом. Но это смех сквозь слезы. Так что относительно все. Вот. Ну, как-то Ирка Широбокова попросила меня написать, она чего-то там в 30-й школе вела такое. Она там даже спектакль поставила. Вот. На сцене театра, оперы, балета. Она вот чего-то просила меня там написать, я ничего ей не написал и не обещал даже. И не собирался. Но собака такая заноза сидит, ты уже знаешь Ширку. Потому что если она вцепится, она тебе хотя бы булавку воткнет куда-нибудь, чтобы она тебе там жить спокойно не давала. Вот. И написала я все равно, она тогда в 60-летию Победы чего-то там делала. А она знает эту песню? Нет. Беда. А зачем? Да так я писал не для спектакля, это вот как бы так рухнуло. А я ее не видел с тех пор. Вот песня называется «Примета». И вторая беда. Да? Иди и спи. Да где? Да в интернете есть, что надо. Надо стоять не на кладбище еще. А что-то она должна быть там-то. А вот дождешься ведь и не споешь такие свои Ну это к ней опосредованное отношение имеет. А вот мне когда приходилось писать про Евгения Федоровича Драгунова или там про Валентина Пановича Шумилова, я упоминал первую декаду университетского факультета, как-то мне так интересно было вот это предвоенное время, 37-й, 38-й, 39-й, 40-й, особенно вот старые газеты, вот которые вот здесь опять же, это реклама, этот слон в Ижевском цирке, зоопарк, в цирке, говорю, в зоопарке приезжем, и этот зоопарк находился примерно там, где сейчас вот здание Национальной библиотеки, а потом там горки устраивали в 50-е годы, где Сережа Селивановский простыл в свое время, накатавшись досыта. Это где-то в 50-м, наверное. Вот. И мне интересно сцены смотреть, какие магазины чем торговали, что происходило, какая реклама была. Но кто бы мог подумать, что в 1937 году в Ижевске, в провинциальном городе, в ресторане, можно было послушать американский джаз и поиграть в бильярд. Реклама в «Удмуртской правде». С 1937 года, кстати, «Удмуртская правда» стала называться «Удмуртская», а не «Ижевская», февраля месяца. Но большинство-то, как вы понимаете, не до ресторанов было, большинство жителей. Чтобы судьбой было не предназначено не обмануть нам весну, а
перед войной рождаются мальчики, мало рожают войну. А крыши утыканы радиомачтами и будоража эфир. Диктор вещает привычно и вкратчиво, что полыхает весь мир. Тучи в Испании, тучи в Италии, в пламени дальний восток. Только податливый девичьи талии плечи скрывает платок. А как хорошо было с девочкой робкой в парке гулять над прудом. Но только мальчики грезят Европою, рвутся на битву за злом. Что же в подушку вы, девочки, палачите, душу сомнения жгут? Ваши любимые славные мальчики скоро навеки уйдут. Вот и гадай теперь, что бы это значило, что ожидает страну. Перед войной рождаются мальчики, мало рожают войну. Вот давненько я не пел. Вот как раз стихи по умной дорожке, книга, где есть моя любимая стихия, вот это Толя Демьянова. Он как раз Толя Демьянов родился в войну в 42-м году. Вот недавно ему исполнилось 75 лет. Вот он сейчас в Кизмире живет, на лето снова туда перебрался. Но он последние годы там жил, был с обкором, известий, так не остался. Ну, вроде как, по зимам он сейчас в Ижевске. Я попытаюсь сейчас петь песню, у него там проходит такая героиня, милиционерша Маруся. И как-то не давала она мне совершенно покоя. И я написал песню «Маруся постовая», это как раз посвящение Анатолию Демьянову. Попробую я ее спеть сейчас. Ну ладно, как получится. Стаканом. Ну да. Вот как раньше хорошо было. Стакан замахнул и на сцену, а теперь трезвому-то оно. Еще лучше. Ну, как сказать? Ну, да, наверное, ну то, что лучше, это сомнений нет. У меня, кстати, в этом году уже 16-й год пошел. Я недавно... Меня спрашивают, ты сколько не пьешь? Я до 10 лет я не знал сколько. То есть я начинал считать. 10 лет я запомнил. Потом у меня вот 15 лет, вот я помнил. То есть сейчас вот уже 16. Как, Сереж, ты на это решился? Жена? Как я и думала. Круто. Но вы же помните, Сережа был как переходящее красное знамя с квартиры на квартиру. Да. Как сказали про одного нашего знакомого, Лева наше знамя, знамя надо носить. Вот примерно Сережа был так же. То есть я мог там, сегодня в одном городе быть, завтра в другом городе, сегодня в одной квартире, завтра в другой квартире. Вот. А 41 год я встретил жену. Ну, жена взялась за меня. Она человек суровый. Ну ладно, Маруся постовая. Я ее долго не пел нигде. Вот. А потом как-то вот одно время вдруг повадились на мои выступления ходить преподаватели кафедры русской литературы. Несколько раз они приходили, причем в полном составе, включая аспиранта. Ага, там Подшивалова, значит, там Дора Израилевна, там еще там. Я первый раз, когда увидел, я так перепугался. Ну, тоже, ну, понимаете, это за базар-то отвечать надо. Вот, а потом, когда они вдруг стали писать обо мне, я очень приуныл. А когда у них монография это вышла, где целый раздел про меня. Сначала диплом, в прошлом году мальчик писал. Я был горд. На филфаке диплом. Такая хохма, кому рассказал. Никто не верил. А потом вышла эта монография Марины Серовой и Ирины Кадочниковой. Ну там не только про меня, там много про кого. Там про Сашу Крамысову, там тоже много про других. Про Володю, про Вову. Там. Вот. А там как-то про нет больного Шкитро. Ижевск Сергея Жилина, Удмуртия Сергея Жилина, Россия Сергея Жилина.
Я сказал, а Сугугор где? А где мир-то? Вот. Так вот, я спел эту песню, где вот как раз они были, присутствовали. Причем присутствовали так тихо, что я бы постеснялся петь, конечно. А меня обнадежили. Сказали, ну это же городской романс. Я сказал, да-да-да, городской романс. Пусть будет городской романс, лишь бы петь не мешали. Ну вот я попробовал спеть. Какой же там городской романс. В общем, это посвящение Толе Демьянову, удивительному поэту, большому поэту. К сожалению, ну вот на Паденщине все-таки Толе часто приходится сгорать. А он хороший поэт. Ну вот сейчас уже даже, знаете, все меняется. Слишком много соков выжимает Паденщина. Выкинет коленца наша злая память, но о пленных немцев хочется сказать мне, строить им досталось лестницу над прудом, лишь поплачет малость Эльзы да Гертруды. Баба с пистолетом охраняла фрицев над Россией лето, и хочется умыться. Сорваны погоны, запропали ранцы, и стирать кальсоны, что уж тут стесняться. Белокурые вести, детские улыбки, до речки Леты бережет языки. Сохранилась малость в памяти под спудом, все, что нам осталось, лестница над прудом. Как все это было, помнила Маруся, где ее могила, Господи Иисусе. Вот галдят без толку, словно птичья стая, у Маруси сбоку кобура пустая. Не служила в СМЕРШе, лагерей не знала, милиционерши постовой стояла, не смотрела гордо и, боясь закона, свой наган потертый оставляла дома. То смешно, то грустно у сенного рынка, где шпана Маруся в бок воткнула финку. Это все случится, а пока живая охраняет фрица баба постовая. Это все случится, а пока живая охраняет фрица баба постовая. Вот это лестница над прудом. Я ее петь-то стал после того, как узнал, что когда проводят экскурсии по городу, ее используют, экскурсоводы. Я так изумился, ну что так, ты, друг, я-то что-то рыжий, что ли? Она давно что ли у нас лестница? Она с какого года эта лестница? Нет, она была раньше, ее капитально ремонтировали в 47-м где-то, судя по «Удмуртской правде». Там есть сообщения об этом, вот как раз военнопленные там в этом участвовали. Но они во многих работах принимали участие. А так она была, по крайней мере, где-то, я не читал еще в 20-е годы, то есть она была деревянная, да. Вот. Потом ее делали, ремонтировали где-то в 60-е, ну то есть постоянно ведь что-то где-то. Вот. Так, устали? Нет. Вы как? Сидите пока? Ну ладно, я еще минут 10, да? Вот. А что еще? Ну вот, я хотел еще одну песню спеть. У жены хранятся фотографии деда. Как, вот они жили как раз на милиционной, потом красного террора, теперь, в смысле сначала береговая, потом красного террора, потом милиционная. А дед ее служил в армии Колчака. Мы разбирали
пытались по заднику определить, где сделана фотография в июле 2019 года. Дату-то можно прочитать, а вот где, что там еще написано. И весь интернет перешерстили и пришли к выводу, что это Курган. А в Кургане как раз Ижевская дивизия в это время стояла летом 2019 года. Вот. И мы были когда в Кургане, мы нашли это здание, оно до сих пор целое, полукаменное, полудеревянное. Так было интересно стоять в этого здания. Но мы с ней проехали, вот когда работал я над этой темой, мы проехали, в 2006 году мы были в Иркутске, в Омске, в Иркутске, в 2007 в Томске, Канске, Новосибирске, в 2008 в Хабаровске, потом там Красноярск вообще несколько раз были. Ну, самое дальнее Хабаровск, конечно. Там очень много документов по нашим. Потому что когда Красная Армия в 1945 году в Манчжурию вступила, из Харбина все перевезли в Хабаровск, и там до 90-го года в закрытом фонде все это хранилось. Вот мы туда на плацкартном вагоне 5,5 суток туда, на верхней боковой. Полотенцем привязывался, за Читой там горы, и вот так вот плыть. 5,5 суток туда, 5,5 суток обратно. Выходишь, земля качается. А ведь кто-то ведь до Владивостока ехал. Вот. Поэтому мы опытные люди, мы потом... Да, у меня не получалось туда. Вот. И потом, когда они вернулись после гражданской войны, кто вернулся, кто не ушел в Харбин, потом в Штаты, в Австралию, там, в Бразилию и так далее. Вот. Они же боялись вообще переходили на противоположную сторону улицы, когда встречали такого же бедолагу, как они, потому что дети уже вступали в пионеры, в комсомольцы, у них была другая жизнь, и думали в первую очередь о детях. На себе они уже поставили, можно сказать, крест. Мне много такими судьбами приходилось заниматься, и часто пишут. И мне мальчик, ну как мальчик уже взрослый, мальчик лет 30, вот он написал однажды, его прадед родился в Ижевске, его ребенком увезли. Он написал, у меня какая-то звериная тоска по этому месту. Я никогда не был в Ижевске, у меня звериная тоска. Я когда-нибудь туда все равно приеду. В Калининграде вот это живет. Как вот швыряла, судьба людей швыряла, как хотят. И из Австралии, из Америки, отовсюду. Одет на черно-белой фотокарточке, загорелый, сильный, молодой. Выжил на гражданский достаточно. Что ж ты, мама, плачешь, Бог с тобой? Не кутью встречали поминальную, а пусть худой стриженный под ноль. Улицей шагал он коммунальную, а была базарной давно ли. Шел, не узнавал места знакомые, а улица родной береговой. Что звалась уже милиционною, все же не террора, боже мой. Заводская башня в дымке скроется, а разойдутся с пруда рыбаки. Тротуаром дед шагал по Троицкой, что давно советской нарекли. Все переменилось в нашем городе, и страшнее дульного зрачка. Ухмыльнется вождь с портрета в бороду, будет вам чека за колчакам, будут вам митинги и пряники, смерти, кровь и новые враги. Но город затонул Титаником, до сих пор расходятся круги. Будут вам митинги и пряники, смерти, кровь и новые враги. Но город затонул Титаником, до сих пор расходятся круги. Вот. Тема гражданской войны — это вообще отдельная тема, то есть там больше 20 песен, у меня диск выходил, песни белой зимы,
на эту тему. Это вот только все вот эти. А я хочу что-нибудь все-таки полиричнее на ходу, когда пойдем. Тема гражданской войны, она очень тяжелая. Мне недавно, вот буквально несколько дней назад, приходилось в Генеральском доме на эту тему петь. Я вышел туда, шатаясь просто. Невозможная тема. Ко мне еще до сих пор постоянно обращаются после этой книги «От Прикамья до Приморья». А я настолько не люблю эту тему, причем понимая всю важность ее, конечно же, все я понимаю. Вот. А мне бы хотелось все-таки лирик. Вот как Маргарита Георгиевна Зимина мне однажды подписала сборник свой, я был очень польщен этой надписью. Мы одной крови лирической. Вот все-таки я себя считаю именно лириком. Ну, об этом как-нибудь тоже потом, потому что я, к сожалению, 400 песен спеть просто не в состоянии за раз, и вы не в состоянии слушать. Ну, вот новая зима приближается, а я все-таки спою воспоминания о зиме. Так зима была холодной, и летели по городе стаи снегирей голодных на калиновом палисаде. А со стеклом окошек наших вьюга хлопала в ладони, и топил я печку дважды, чтоб тепло держалось в доме. Мы с котом в окно глядели на дорогу, на калину, брызги красные летели вниз на снежную холстину. Стужа высунула жало, жалость людям горбит спины. Если б ты не приезжала, было бы невыносимо. Стихнет стужа, дым пожиже, над трубой кольцом завьется, назовется это жизнью, и любовью назовется. Та зима была холодной, и летели по горам стаи снегирей голодных на калиновом палисаде. Вот. Через день-другой стает снег едва ли, только мы с тобой перезимовали. Еще топим печь и вторые рамы, чтоб тепло сберечь. Убирать нам рано, воспевая поэт и любовь и женщин, а мы платить за свет начинаем меньше. После зимних вьюг, когда дни так серые, вырос в небе вдруг одуванчик первый. Привыкать легко ко всему, что лучше, а под каблуком солнце стынет уже, все меняет вид. Мы снимаем шубы солнцу и любви, подставляя губы, воспевая поэт и любовь и женщин. Нам немало лет остается меньше, не берем в расчет зимних снежных будней. Что-нибудь еще все же с нами будет. И последняя песня, наверное, которую я спою вам, я обычно с нее вообще-то начинаю. Вот. Песня мне очень понравилась. Ко мне на «Читай Ижевск» подошли. Коля Велижников сказал: ты знаешь, что ты про улицу Свободы пел на самой улице Свободы? Я так прикинул, действительно, то есть где шатер стоял, то есть улица Свободы же она растворяется, она там то новостройки, то площадь, то сквер, там вот возле Дружбы, например. Я так прикинул, Коля говорит, я шел прямо по улице Свободы вот сюда и вышел прямо на шатер. Действительно. И вот, посвящение Сереже Гнедяеву.
У меня много посвящений разным людям, это вообще можно отдельно. Посвящение Вите Любичу, посвящение Леше Красноперову, Андрюшке Петрову, то есть и ушедшим, и тем, кто еще живой. Посвящение поэтам, тому же Владимиру Кузьмичу Симакину, например, или Виктору Викторовичу Конецкому. Вот. 2 года назад вышла книжка «Воспоминания о Викторе Конецком». Я был горд, я круто, ты круто, я круто. Открываешь содержание там. Ну там всякие Глебы Горбовские, Градницкие, так все жили. Вот. Мое несостоявшееся знакомство с Виктором Конецким. Дело в том, что я с ним 2 раза разговаривал по телефону. Ну, 1 раз надо было там поговорить, да. Вот, по работе. А потом я в 94 году ему позвонил, напомнил. Я тогда искал сборник стихов сборник прозы Юрия Казакова. И нашел только в Сарапуле. Я позвонил ему, говорю: Виктор Викторович, ну как, это же ваш товарищ, в соседнем городе нахожу, там ничего не планирует. Сережа из Ижевска, ну, конечно, он не понял, что когда-то мы разговаривали. Сережа, знаете, вот ваш звонок — это какая-то мистика. Меня попросили написать статью о прозе Юры. Готовится книжка. Я вот целый день читал Юрины письма, там, его статью о лирической прозе, заглядывал в рассказы Юрины. И говорят, вот сейчас заварил чаю, закурил, вот, и вдруг раздается звонок, меня спрашивают про Казакова из Ижевска за 2000 верст. Вот. Ну, Татьяна Валентиновна Акулова-Конецкая, как-то вот она очень добра была. Она где-то на просторах интернета нашла, написала мне. Вот, и так появился мой, и даже прислали авторский экземпляр. Вот, такая вот солидная книжка, разные люди о Конецком. Вот, а вообще все ради чего делается и делалось, наверное, ради той внутренней свободы, к которой мы всегда стремимся. Вообще, творчество, наверное, конечно, это всегда одиночество внутри. Это, знаете, вот как у Вероники Долиной очень точно было про Высоцкого сказано: одинокий, одинокий, одинокий до конца, по-моему, так там у них. То есть, несмотря на вот огромное количество людей, есть какое-то внутреннее одиночество пишущего человека. Есть, несомненно, есть. Вот, и с Сережей Дерендяевым тоже так много связано, такой талантище невероятный. Столько людей талантливых пишет. Какая обида, что вот рано они уходят. А Сережа жил на улице Свободы, как раз напротив кинотеатра «Дружба» стоял домик пединститута, где жили там преподаватели, ну там не только преподаватели. Дом это снесли, несмотря на мемориальную доску, что там какая-то подпольная фигня была. Вот, и Сережа мне рассказывал про этот дом, а на 60 лет мне надо было идти, и меня вся семья терроризировала. Написал ли я песню Сереже Дерендяеву, Сергею Семеновичу Дерендяеву? Даже младший звонил, написал ли я про Сергея Семеновича. А жена у меня выросла просто в одном доме с Дерендяевым, ну в одном дворе, но уже после того, как они приехали из того дома. Вот. В общем, все добили меня до того, что я написал эту песню, я успел спеть Сереже ее на 60 лет. Мы на улице Свободы проживали наши годы, там, где разные народы поселили в общий дом, где отчизна всем знакома, от двора до гастронома, и ларек манил нескромно разговорным языком, где отчизна всем знакома, от двора до гастронома, и ларек манил нескромно разговорным языком. Мы на улице Свободы вдоль видели природы, все победой жили города, хоть прошло немало лет. Где вы, пленные мадьяры, что дрова пилили рьяно, все там нам казалось рано,
до эпохи сгинул след, где вы пленные мадьяры, что дрова кололи рьяно, все-то нам казалось рано, до эпохи сгинул след, от улыбки Пистарки поцелуи стали жаркие, а еще там были марки, что дарил сосед морям. И зато спасибо, Шуре, сверхсекретнейшей натуре. Вы бывали в Сингапуре, но Шура только так. И зато спасибо, Шуре, сверхсекретнейшей натуре. Вот вы бывали в Сингапуре, но Шура только так. Где-то улица Свободы, детство голубые своды, ресторан под боком, отдых, еще нет кафе пингвин. Даже если с переплатой не купить билет обратный и свободный бородатый, я стою совсем один. Даже если с переплатой не купить билет обратный и свободный бородатый, я стою совсем один. Ну вот, это внутренняя свобода, наверное, к чему мы идем по улицам наших городов. Кстати, где бы я и не пел эту песню, мне всегда сообщали, что у нас уже есть улица Свободы. Надо же. Да, а особенно очень интересно, когда в Кункунугуру едешь, и вот там населенный пункт под названием Свобода, там жуткие руины, развалины с обрушенными. Это наша свобода. Сразу я вспоминаю и Галича, я выбираю свободу и свистите во все свистки. И Высоцкого мне вчера дали свободу, что я с ним делать буду. Вот. А вот спасибо вам большое. Петь можно долго и о городе, и вокруг города, и о людях города. Но я вот показал какие-то, то, что в данный момент, все, конечно, я не смог, это да. Ну, что получилось. Спасибо вам, Вот, Сергей спасибо Алексеевич. большое. Я напоминаю нашим читателям, нашим участникам сегодняшнего мероприятия, что следующее мероприятие будет в первый четверг следующего месяца. Это будет 5 октября. И я там тоже буду. Что это будет? Это будет продолжение этой серии. Требую продолжения банкета. Спасибо.